Что такое хакасский язык? Ну, давайте мы сначала разберем основные фундаментальные положения в изучении хакасского языка. Проще говоря, какие есть общие правила, какие есть общие знания, что нужно всегда помнить, когда человек будет изучать язык. Да? Вот, есть таких, ну, на мой взгляд, два фундаментальных правила. Какие бы слова, какие бы тексты ни были, но их всегда нужно помнить, что хакасский язык – это агглютинативный язык. Что это значит? Это значит следующее. Я сейчас вам покажу рисунки. Вот. Хакасские слова, они строятся по следующему принципу. Запомните образ поезда. Свяжите слово агглютинативный язык с поездом, да? И все будет понятно. Что это значит? Это значит, корень слова всегда стоит впереди. Всегда. Корень слова в хакасском языке не может где-то посередине стоять или позади. Он всегда впереди. Это главное правило. И за ним уже притягиваются вагончики. Ну, их мы называем аффиксы или окончания. Это школьное понимание слова, да? Так вот, смысл всего слова выстраивается вот именно с помощью головного поезда, то есть корня слова, и примыкающих к ним аффиксов. Ну и здесь я пример дал, взяв за основу русское слово. Город, допустим, да? Город – это корень слова. Тар – это аффикс множественного числа. Да – это аффикс места. Город – тарда. И получается в городах. Да, это слово переводится таким образом. В общем, это и есть общее правило. Всегда помните, корень слова в хакасском языке всегда впереди. И в хакасском языке нет предлогов. Вот это нужно запомнить. Вот это самое важное, фундаментальное правило при изучении хакасского языка. Это называется, поэтому хакасский язык называют агглютинативным языком. Далее. В хакасском языке есть закон сингармонизма. Что означает это явление? Проще говоря, есть правило соответствия звуков друг другу. В хакасском языке звуки имеют определенный порядок, чередование звуков. Каков же этот порядок? Но изначально обратим внимание на гласные звуки. Гласные. Условно говоря, в хакасском языке есть два противоположных клана. Ну, я тут решил взять рисунок в форме инь-янь, да, как черное и белое. То есть это то, что никогда не соприкасается и не перетекает одно в другое. Ну и вот есть определенные гласные в хакасском языке. Это е, и, ю. Или их аналоги, уже ну, долгие аналоги, да, этих звуков. И еще. Вот эти звуки, они никогда не пересекутся со звуками твердого ряда, так называемым, да, а, о, у, и. То есть, если в корне слова, корень слова построен из, скажем, город, да, давайте мы вернемся сейчас опять к нашему поезду, да. Вот город – это звуки твердого ряда. И здесь не может быть, дальше в аффиксах не могут быть звуки из, скажем, левой части, да, ю или е. Почему этого делать нельзя? Это закон соответствия чередования звуков, то есть закон сингармонизма. Поэтому будет только а не е, да. Город Тарда, город Терде никак нельзя. Только звуки твердого ряда. Вот это и есть закон сингармонизма. И это правило, оно всегда работает. Это фундаментальная базовая основа. Ну, дальше также закон соответствия звуков касается и согласных звуков. Не только гласных, но и согласных. Ну, допустим, как это выражается?
Ну так вот, теперь мы говорим о согласных. К глухим согласным всегда будет примыкать только глухое согласное. Вот то есть есть такое правило. Ну, нужно пока запомнить следующее. К глухому согласному примыкает только глухое. К звонкому примыкает только звонкое. И к гласному примыкают звонкие согласные. Давайте мы сейчас посмотрим. Туре оканчивается на гласное, значит должно быть звонкое согласное или сонорное. Туралар никак не может примыкать глухое. Кзи либо сонорное, либо звонкое. Кзелер. И видите слово с мягким рядом. Да? Кзелер, кзелар никак не может быть. Сан сонорная цифра. Саннар примыкает сонорное. В корне слова твердое гласное А. И также здесь твердогласное А. Сом фотография сонорная. Примыкает сонорно. Сомнар. В корне слова твердогласное. Также в аффиксе твердогласное. Сан сонорная. Ан обязательно примыкает сонорное. Саннар звон. В корне твердогласное. В аффиксе твердогласное. Эн цвет. Эн мягкое гласное. Соответственно в аффиксе ряд мягких гласных. Е. Эн нер. К сонорному примыкает сонорное. Н. Эн нер. Хат. Баба. Твердое гласное А. Соответственно здесь в аффиксе тоже твердое. Хат. Это глухое согласное Т. Соответственно глухое согласное Т. Хаттар. Ат. Лошадь. В корне твердогласное. В аффиксе твердогласное. Оканчивается на глухое согласное Т. Следовательно примыкает к нему аффикс с глухим же согласным. Аттар. Чистек. Ягода. Видите, в корне И, Е. Это мягкого ряда. Гласно мягкого ряда. И, соответственно, в аффиксе тоже мягкого ряда. Это закон сингармонизма. И закон глухому примыкает глухое. И также здесь Т. Чистек. Тер. Чистек. Гер. Или чистек. Лер. В хакасском языке быть не может. Эртек. Утка. Мягкого гласного. То есть И, Е мягкого ряда звуки. И, соответственно, в аффиксе тоже мягкого. Эртектер. Ну вот это и есть базовая фундаментальная основа изучения хакасского языка. И это нужно всегда помнить. Всегда знать, что это работает. И любое слово вы должны раскладывать именно по этим правилам. На сегодня пока все. С вами был Сибдей Том. Подписывайтесь на видеоканал. Будут следующие видеоуроки. Задавайте вопросы. Желательно задавать вопросы прямо на YouTube. Вообще рекомендую вам на YouTube открыть свой аккаунт. Точнее говоря, в Google открыть свой аккаунт и задавать вопросы прямо под видео. С вами был Сибдей Том еще раз. До следующей встречи.